столице Якутии, городе Якутске, в центре одного из мировых магнитных аномалий, вдалеке от наблюдательных пунктов Европы и Америки, работают ученые, инженеры и техники Института космофизических исследований и аэрономии Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, форпоста космической науки в Сибири. В период активного развития космического пространства в 1956 году директором института, основателем космофизических исследований в Якутии, профессором Юрием Георгиевичем Шафер была создана лаборатория космических исследований. В лаборатории совместно с конструкторским отделом института начали разработку и изготовление приборов для исследования ионизирующих излучений в околоземном пространстве, устанавливая приборы на ракетах и искусственных спутниках Земли. Молодыми инженерами-разработчиками были созданы оригинальные приборы, которые были установлены и запущены на 17 ракетах и 14 искусственных спутниках Земли серии «Космос», «Метеор», «Радуга», «Геос» и другие. Первый прибор был запущен на заре космической эры 2 августа 1958 года. Были разработаны миниатюрные датчики давления, позволяющие проводить измерения в труднодоступных точках космического аппарата. Разработаны спектрометры протонов для установки на борту орбитальной станции «Мир». Для измерения тяжелых частиц был создан прибор «Галактика» и много других интересных и оригинальных приборов. Некоторые из них летают и по настоящее время. По нашему, особенно институту, то можно на стендах, где отражена история института, видеть много таких уже исторических фотографий, на которых изображены космонавты, посещающие наш институт. Около 10 человек посетили наш институт и имели достаточно тесное общение со специалистами. Появлялись они ради чего? Ну, обсуждались и общие работы, и отмечалось как благодарность их стороны тот вклад специалистов института в дело обеспечения радиационной безопасности экипажей, потому что, может быть, в области космонавтики как раз это основное связующее звено работы на изделиях обитаемых. Многообразные процессы и образования, происходящие в околоземном пространстве, становятся все более ясными в век ракетной техники. Дважды Герой Советского Союза Валерий Федорович Быковский, летчик-космонавт номер 5, кандидат технических наук. Первый полет совершил в 1963 году. Якутия впервые встречает космонавта на своей земле. Во всех газетах был опубликован репортаж о встрече космонавта на аэродроме и его приветствии якутянам. Столица Якутии восторженно встретила героя космоса. Валерий Федорович Быковский и первый секретарь обкома Семен Захарович Борисов в открытой машине проехали через весь город. Тысячи якутян вышли на улицы города и сердечно приветствовали их. Встреча космонавтов на стадионе «Спартак» в столице республики. Валерий Быковский и его супруга были гостями ученых якутского филиала Сибирского отделения Академии наук. Вечером состоялась прогулка на теплоходе по реке Лени. Речники Лены подарили гостю макет ракеты, выполненный
учащимися речного училища. Состоялась рыбалка. Герой Советского Союза Евгений Васильевич Хрунов совершил полет в 1969 году. Большим событием в жизни якутян явился приезд летчика-космонавта Евгения Хрунова. На аэродроме Героя Космоса встречали первый секретарь обкома партии товарищ Черяев, представители общественности. В институте почетного гостя ознакомили с основными проблемами, над которыми в настоящее время работает коллектив института. Также был ознакомлен и с некоторыми лабораториями. В книге почетных гостей Евгений Васильевич оставил запись. С большим интересом ознакомился с работой коллектива института. В трудных условиях достигнуты большие успехи в исследовании космоса. Желаю новых успехов в работе летчик-космонавт Хрунов. Дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Попович Павел Романович, кандидат технических наук, летчик-космонавт номер 4. Первый групповой полет совершил в 1962 году. Приехал в Якутск в 1972 году на празднование 50-летия образования Якутской Республики. Совершили поездку по реке Лени с группой сотрудников института и руководством республики. Фотографирование на память. В книге почетных гостей института сделал запись. Большое вам спасибо за отличное радиационное обеспечение группового полета 1962 года. Желаю вашему коллективу новых творческих успехов в исследовании космоса и в личной жизни. Летчик-космонавт Павел Попович. Павел Романович встретился со своими земляками, приехавшими на празднование юбилея, и с общественностью города. Посетил выставку достижений народного хозяйства республики. Встреча космонавтов в пионерском лагере «Сокол». Пионеры торжественно встречают героя космоса. Герой Советского Союза Егоров Борисович, врач-космонавт, доктор медицинских наук. Полет совершил в 1964 году. В 1974 году был гостем столицы Якутии. В якутском филиале Сибирского отделения Академии наук выступил с лекцией и воспоминаниями
Первый врач, побывавший в космосе, рассказал о жизнедеятельности человека в космосе и его выживании в длительных космических полетах. Сотрудники Института космофизики подарили Борису Борисовичу сборники научных трудов и значок института. Герой Советского Союза, полковник Лазарев Василий Григорьевич. Полет совершил в 1973 году. В июле 1974 года был гостем Института космофизических исследований и аэрономии. Директор института Юрий Георгиевич Шафер ознакомил гостя с лабораторией космических исследований, в которой проектируются и изготовляются приборы, летающие на космических объектах. Миниатюрный датчик давления. В книге почетных гостей Василий Григорьевич сделал запись. С истинным удовольствием посетил Институт космофизики. Большое спасибо за содержательную беседу. Летчик-космонавт Лазарев. В этот же день космонавт Лазарев посетил Институт физико-технических проблем Севера. Директор института академик Николай Васильевич Черский вручил космонавту Чарон Дружбы. Фото на память. Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации Титов Герман Степанович. Летчик-космонавт номер 2, кандидат военных наук. Совершил полет 6-7 августа 1961 года. Гость Института космофизики. Руководитель военно-космического предприятия Герман Степанович рассказал о последних работах в изучении космоса. Директор института Юрий Георгиевич Шафер рассказал о работах, проводимых в институте, и ознакомил космонавта с приборами, изготовленными в институте и летающими на ракетах и спутниках Земли. Автографы. Фотографирование на память. Герой Советского Союза, полковник Ляхов Владимир Афанасьевич, летчик-космонавт, совершил полет в 1979 году длительностью 175 суток. Посетил Иркутск и Институт космофизики в составе делегации газеты «Комсомольская правда». Из Черского на встречу с космонавтом прилетел летчик, сын космонавта. Зав. Отделом науки «Комсомольской правды» Данилин. Дважды Герой Советского Союза Стрекалов Геннадий Михайлович. В 1987 году посетил город Иркутск. В Республиканском краеведческом музее ознакомился с экспонатами музея. Посетил кружки юных школьников во Дворце детства. Директор дворца Фаина Иннокентьевна Авдеева. Космонавт Геннадий Стрекалов был гостем Института космофизики.
Директор института Юрий Георгиевич Шафер рассказал о работе института и ознакомил космонавта с приборами, летающими в космос. Герой Советского Союза, полковник Сарафанов Геннадий Васильевич, летчик-космонавт, посетил Якутск в июле 1987 года в составе делегации Дней литературы и искусства в Якутии. Народный артист Евгений Матвеев. Встречи в авиапорту. Национальный якутский танец Осуохой. Дважды Герой Советского Союза Лебедев Валентин Витальевич, кандидат технических наук. В июле 1987 года посетил Институт космофизических исследований и аэрономии, где ему рассказали о работе института и показали некоторые приборы, сконструированные в институте и летающие на космических объектах. Заведующий конструкторским отделом Виктор Иванович Чернов показывает прибор, изготовленный в отделе. В феврале 1995 года в стенах Института космофизических исследований и аэрономии прошла научно-практическая конференция на тему «Геоинформационные технологии в управлении территориями, отраслями и предприятиями». Конференция проводилась в рамках авиатура ГИС-95, организованного Ассоциацией рынка геоинформационных технологий совместно с Центром подготовки космонавтов имени Гагарина. Руководитель конференции Джанибеков Владимир Александрович, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, совершивший 5 космических полетов, одни из которых были самыми сложными в космосе. Полковник Афанасьев Виктор Михайлович, летчик-космонавт, Герой Советского Союза, за 2 полета провел в космосе больше года. Полковник Цыблеев Василий Васильевич, летчик-космонавт, Герой России, совершил полет в космосе совместно с французским космонавтом, провел 5 выходов в космос и прожил на орбите 6,5 месяцев. Фокин Валерий Николаевич, начальник лаборатории специализированного самолета Ту-154 Центра подготовки космонавтов, предназначенного для подготовки космонавтов в области проведения зондирования Земли. Гостями была организована выставка действующих новейших образцов программно-аппаратных средств. В силу специфики исследований, проводимых в институте, большой интерес вызвало живое общение с представителями Центра подготовки космонавтов. Уважаемые гости, уважаемые участники, я хотел бы от лица нашего коллектива Института космофизических исследований и аэрономии поприветствовать вас в зале. Сейчас вы находитесь в зале главного здания нашего института. Этот институт занимается изучением процессов, протекающих в околоземном космическом пространстве, в межпланетной и межзвездной среде. Институтом получен ряд фундаментальных результатов в области физики космических лучей, высоких и сверхвысоких энергий, а также в области физики магнитосферной и ионосферных взаимодействий. Там теории есть, экспериментальные работы есть в этой области. Далее, значит, есть 2 отдела геофизики, один из которых называется аэрономия, а другой радиофизика. По методам изучения. Ну, у нас есть свои собственные экспериментальные средства. Собственные экспериментальные средства. Их
Единственная особенность состоит в том, что поскольку этих частиц относительно мало, каким-то таким маленьким прибором их на спутнике уже невозможно задействовать. Они очень редко падают. Статистика будет маленькая, поэтому и чем больше энергии этих частиц, тем их меньше становится. Информация какой-то есть у вас специально? У нас была лаборатория, которая активно работала именно в этом направлении. Она изготавливала приборы для измерения тоже заряженных частиц с помощью эксперимента на спутнике. Из фотоаппарата смотрел на Северный полюс, то есть на Южный полюс, Вот так Земля проходила, вот эта вот вся, да? Да. Вот это мощные серебристые облака. Прямо они глазом были видны, настолько красивое зрелище, не такой мощный слой, и тройной вот такой, ну, как пирог слоев. Полковник Валерий Григорьевич Корзун, прошедший полный курс предполетной подготовки и через год командиром корабля «Союз» осуществил полет на станцию «Мир». Какой-то компактный объект. Понимаете, дело в том, что метеориты на свету Метеорит вошел в не атмосферу, видно. состав метеорита был определенный. Образовалось облако плазмы, к примеру, там, или, я не знаю, не плазма, а вещество. Но оно не компактное. Вещество, именно вещество. Если вы говорите, что это типа тарелки, Нет, Но не потом, типа, потом просто все-таки при освещенности определенная. Солнца и отражает те богатства, которые есть у нас здесь в Якутии. Поэтому практически все экспонаты, которые вы видите на витринах нашего музея, это образцы полезных ископаемых Якутии. который постоянно делает Может быть, у нас традиция такая, что мы это... Современной человеку мамонтовой фауны, в которой входит и главный представитель мамонты. Находок мамонта у нас достаточно много. Конечно, в основном это костные остатки или бивни. Вот по северному побережью на бивне находится очень много. Но вечная мерзлота сохраняют и трупы. Конечно, они имеют гораздо больше интерес для науки, достаточно достоверно. И вот здесь вот на стенде стоит нога мамонта, и вот на фотографии ее видно. Это покрыто она густой шерстью. Такой, по выставкам все это... с прошлого года. А я вижу фотографию, это ваш экспонат, да? Или музей этого краеведческого музея, экспонат мама? Я имею в виду вот этот скелет. Скелет носорога наш. Вот Носорог он здесь это- стоит. Это есть в краеведческом музее. Краеведческом. Вот на фотографии там Да, вот да, уже видно. можно посмотреть. И есть скелет носорога, который собран Лазаревым, да, сотрудниками музея мамонта. Есть. И есть в институте геологии тоже ходит, так сказать, в разобранном виде скелет мамонта. Ну, наверное, здесь установить негде. Хорошая работа. До свидания, спасибо. Всего доброго. Космонавты Виктор Афанасьев и Василий Цеблеев совершили по третьему полету на станцию «Мир». Исследование космоса продолжается.